На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президент Абхазии Бадыр Гунбов поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла России в Абхазии Михаила Шургалина с Днем дипломатического работника. Абхазский ученый и государственный деятель Валерий Кварча сегодня отмечает свое 80-летие. В парке Николая Смецкого в Богудзере на 40% выполнена инвентаризация деревьев. Президент Абхазии Бадыр Гунбов поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Днем дипломатического работника. В поздравлении, в частности, отмечается: российская дипломатическая служба по праву пользуется высоким авторитетом, опираясь на богатые и славные традиции, прочную профессиональную школу и преемственность поколений. Сегодня в непростых условиях глобальных трансформаций российские дипломаты на всех уровнях демонстрируют высокую принципиальность и ответственность, уверенно и последовательно защищая национальные интересы России и укрепляя ее позиции на мировой арене. Уважаемый Сергей Викторович, вы являетесь ярким примером государственного деятеля и дипломата высочайшего класса, чья многолетняя деятельность, глубокая эрудиция и взвешенный подход снискали заслуженное уважение как в России, так и за ее пределами. Конец цитаты. Бадыр Гунбов поздравил посла России в Абхазии Михаила Шургалина и весь коллектив диппредставительства с Днем дипломатического работника. Глава государства отметил ежедневную работу посольства по сохранению и развитию союзнических отношений между двумя странами. Выстраивание особых отношений с Российской Федерацией – приоритет для нашей страны. Мы намерены в этом ключе действовать и дальше. Это в интересах народа Абхазии, это в интересах Российской Федерации, добавил глава государства. Уважаемый Михаил Александрович, уважаемые присутствующие, сотрудники посольства Российской Федерации в Республике Абхазия, позвольте передать вам слова поздравления от имени руководства и народа Абхазии. Дипломатическая школа России имеет свою историю, богатую историю. Мы прекрасно знаем, какие усилия дипломатическая школа России во все времена уделяла сохранению мира и стабильности на всей нашей планете, во всем мире. И вы яркие представители, профессионалы именно этой школы. Для нас очень важно, что посольство Российской Федерации в Республике Абхазия ежедневно, планомерно осуществляет все мероприятия, необходимые сохранению союзнических отношений, выстраивание особых отношений с Российской Федерацией — приоритет для нашей страны. Мы намерены в этом ключе действовать и дальше. Это в интересах народа Абхазии, это в интересах Российской Федерации. Позвольте в этот знаменательный день пожелать вам успехов, вашим семьям благополучия и развития наших стран. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило поздравительную ноту Министерству иностранных дел Российской Федерации по случаю Дня дипломатического работника. Министр иностранных дел Республики Олег Барцыц поздравил министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Днем дипломатического работника. В поздравлении, в частности, отмечается: невозможно переоценить вашу роль в укреплении абхазо-российского союзничества и в продвижении интересов абхазского народа и его права на самоопределение на международной арене. С теплотой вспоминаю нашу последнюю встречу в октябре прошлого года в городе Сочи, которая вновь подтвердила высокий уровень взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами наших стран. Уверен, что сотрудничество Министерства иностранных дел Республики Абхазия и Министерства иностранных дел Российской Федерации будет и далее служить интересам народов Абхазии и России. Память российского дипломата Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги почтили в Сухуми. Цветы к мемориальной доске, установленной на фасаде посольства Российской Федерации, возложили министр иностранных дел Абхазии Олег Барцыц, глава диппредставительства Михаил Шургалин. Сегодня мы отмечаем День дипломатического работника и по традиции вспоминаем наших друзей Дмитрия и Ольгу Вишерневых, которые трагически погибли. Эта боль всегда с нами, мы их помним и чтим, отметил Шургалин. Он добавил, что исполнитель убийства скрылся на территории Грузии, и дипломаты прикладывают все усилия, чтобы привлечь его к ответственности.
Советник посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, бывший министр иностранных дел Республики Абхазия, первый чрезвычайный полномочный посол Абхазии в России Игорь Муратович Ахба награжден юбилейной медалью Конституционного суда Абхазии «30 лет Конституции Республики Абхазия» за заслуги в области конституционного строительства Республики Абхазия. Президент Абхазии Бадыр Гунба подписал указ об освобождении от исполнения обязанностей главы администрации Гудаутского района Валерия Авицба в связи с истечением срока полномочий. Другим указом главы государства, исполняющим обязанности главы администрации Гудаутского района, назначен Астамур Аргун. Президент Абхазии Бадыр Гунба подписал указ об освобождении от исполнения обязанностей главы администрации Ткварчалского района Исидора Дочия в связи с истечением срока полномочий. Другим указом главы государства, исполняющим обязанности главы администрации Ткварчалского района, назначен Герман Кочарава. Президент Абхазии Бадыр Гунба встретился с заместителем руководителя Федеральной налоговой службы России Юлией Шепелевой. Президент выразил признательность российской стороне за поддержку и предоставление безвозмездной технической помощи, направленной на модернизацию налоговых органов республики. Глава государства подчеркнул, что подписание соглашения об оказании безвозмездной технической помощи открывает для абхазских налоговиков доступ к передовой налоговой системе. Уважаемая Юлия Вячеславовна, рад вас снова видеть. Хочу поблагодарить вас за ваши усилия, за ту поддержку, которую вы лично оказываете. В целом ведомство оказывает, и Даниил Вячеславович, что подписано соглашение между ведомствами об оказании технической помощи, безвозмездной технической помощи к абхазским коллегам. Для нас это очень важно. Наши абхазские налоговики будут иметь возможность работать с самой лучшей системой. Очевидно, российская система, налоговая система, она передовая. И те возможности и инструментарии, которые в рамках вашей деятельности применяются, будут доступны для абхазских коллег, что позволит нам, безусловно, увеличить и доходную часть бюджета, администрирования. И, конечно же, тот пилотный проект, который планируется реализовать на территории Абхазии, станет еще одним показателем того, насколько эта взаимосвязь важна. Очень радует, что именно такой уровень взаимоотношений, взаимодействия наладился между ведомствами. Я помню буквально нашу первую встречу, наше совещание с участием Сергея Владимировича Кириенко, который действительно привнес в реализацию этого проекта все свои силы, возможности, умения. И мы сегодня на дистанции имеем возможность уже реализовывать определенные шаги. В этом смысле, безусловно, это обоюдное движение сторон друг к другу в рамках нашего взаимодействия, создать наиболее благоприятные условия. Еще раз хотел повторить, это особые возможности для нашей налоговой системы, которыми мы хотели бы воспользоваться и будем реализовывать. Мы очень рады, что свершилось уже официальное подписание соглашения. И мы с коллегами до того, как подписали соглашение, уже выстроили очень хороший диалог, у нас очень хорошее взаимодействие. Мы, безусловно, будем стараться, что тот опыт, который есть у нас, который мы уже наработали и в России, и с другими странами, где мы внедряли нашу систему, мы самый лучший опыт принесем для вашей страны. И будем стараться, чтобы те обязательства, которые мы взяли на себя, все это зафиксировано в соглашении, чтобы мы выполнили качественно, в срок. Конечно, нам нужна ваша поддержка, потому что здесь там ряд мероприятий, где нам необходимо будет работать с вами слаженно. Поэтому мы очень рассчитываем, даже не то, что рассчитываем, мы точно знаем, что вы нас поддержите. Мы будем стараться все выполнить, и, безусловно, все выполним. И наш руководитель Даниил Вячеславович передавал вам очень теплые слова. Он собирается навестить вашу страну. Он очень много времени и внимания уделяет международным проектам, особенно с дружественными, естественно, с нашими соседями, с нашей дружественной страной, прекрасной Абхазией. Поэтому здесь и
очень широкая поддержка Сергея Владимировича Кириенко. Мы с коллегами будем очень стараться, и мы уже работаем, как я повторюсь, и отличный диалог, прекрасный диалог, поэтому будем работать. Люди и даты. Абхазский ученый, государственный деятель, академик Ана, полный кавалер ордена Акцепша Валерий Кварчия сегодня отмечает свое 80-летие. Его путь в науку начался в конце 1960-х. За время работы он внес огромный вклад в изучение абхазского языка и топонимики, сохранение исконных названий гор, перевалов и рек. Параллельно с наукой Кварчия принимал активное участие в общественно-политической жизни. Был членом Золотого парламента, заложившего фундамент абхазской государственности. После этого становился депутатом еще трижды. В последний раз в 2017-2022 годах, когда был избран спикером. Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба поздравил с юбилеем академика, доктора филологических наук профессора Валерия Кварчия. В поздравлении Лаша Ашуба в частности говорится: «За годы парламентской деятельности вы внесли большой вклад в развитие законодательства республики, абхазского парламентаризма, способствовали решению на законодательном уровне многих вопросов научной и образовательной сферы. Ключевым направлением, отвечающим национальным интересам, для вас всегда было решение задач развития абхазского языка. На посту спикера Народного собрания парламента Абхазии вы оказывали влияние на происходившие в стране политические процессы. Мы высоко ценим вашу поддержку укрепления связей с абхазской диаспорой и межпарламентских отношений Республики Абхазия с Российской Федерацией и другими государствами. Вы входили в составы парламентских рабочих групп и комиссий, в частности, по реформированию законодательства Абхазии в социально-экономической сфере, по вопросам охраны государственной границы Республики Абхазия и других. Ваши профессиональные научные знания были востребованы в работе комиссии Республики Абхазия по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией, которую вы возглавили в 2010 году». Конец цитаты. Валерия Кварчия сегодня чествовали в стенах Музея боевой славы имени Владислава Ардзенба. Поздравить юбиляра пришли члены правительства Абхазии, депутаты парламента, научная и творческая интеллигенция, друзья и соратники юбиляра. Хатарочку Валерия Левейпа, обслужила Рейзера, а парламента депутат Сурехцела, Гупсекла еще десанут. Вчера шепса зарабею активно имя пешко, а царадыра, а важно эта политика усурала. Акыр Псов Валерий Ремейпа, Абслуби Хонкарад университета Царава Археологи, ректорат профессор Разеврат Белазари, а студент Шерехцела, Хатала, Сергея Гупсекла, Иудасна Халой, Яхе Бургерала, Узпыло у юбилей Лаша. Пщине Вишукса Апсуиза Кураду, Ахауи и Тадзой эпоха Дудзак. Ариам Таялак Зана, Варава Насид и Марьямас, Хтыслаге и без обстаза роднга. Яша с юбилея с Вахтова, вы музей Тихо Царава Археолога Далаху, Нымы Пагова, Ныкалова, Чицу экспозиция Апсахраума, Ма Акала и Шикур Гылан и Шикур Гоне Ататума, Уизлиги Ейзаны, Ашага Зага и Гылхна, и Бзирна, специалист Шархена, Язан Аупы и Ширпсаху Шахту, Уисес Лупхета, Юбхета, Уисялзум, Азухана Басипши, Хазукурва, Хазузава, Зарава Хелагаджи, Ялаху Йо. Сарайз нас Буала. Валерий Кварчия Аханата Ахас Ю Хархантак Ю Лагантак Рхат Гылан Ус Дыбо Бехедим Ака Ацара Дыбо Айбати Авайбарат политика Усула Уипстаза Араджа Уртрюба Единицна и Дпалана Аки Хибартава и Шапгылы. Полную версию юбилейного вечера мы покажем в нашем эфире 11 февраля. Первый гость передачи Амта Ялнахас в этом году — известный общественный и государственный деятель Абхазии, академик Академии наук Республики, профессор, доктор филологических наук, лингвист, историк Валерий Эрмеевич Кварчия. Юбилей — это повод оглянуться назад и поговорить о главном, об ответственности ученого в политике, о диалоге науки и власти и многом другом. Всазарок порог,
дасу ипстазара дасу кхаби пепш зух пазуро азу дыргыло визраот азу наука усвизаот азу чаджер усвизаот дасу итбачу худиги ги хам чропаха аби азепш илагал азаро мамзара велат халазо мамзара хинтара зишикулазо зиги худик حمرت رحوت وش تسوح خلاقلا خديك أنا ناس سيبشوا يزكرجي نيوا بديك نخافشنا كرسول شامة كعصامة حباعز حومة بس يروح بس خلص شوية شوب أشارب خا بيبش بزيخات سازبنالا هي عبد شارع بدود شارع بس يدلو شو زي عرسي يخافسنا خياكو تحندكارو خاحتو راحتا أبري حقزة زانا هامتا مش ماشي يماريو كابزام أخنوكو شي حقشو زروب أقول سوي يراكتو راتو شا حقشو زروب политика يرزا زروب يفازروب يرا ويحو زي نجي قرصزوم يغرص زي حزوم يوم حشاب بشكل الزجرة خرز نحن وحوروب حوس أبخي لازروب هذا الروس بزي خرح تسرح وسكوي ما إن شاء الله خود هذا رختاج فحاول لجعله. Интервью Валерия Кварчи в проекте «Амтаялнахас» в нашем эфире после выпуска новостей. Сегодня свое 75-летие отмечает выдающийся спортсмен, мастер спорта международного класса по вольной борьбе, кавалер ордена Ахзапша Раш Хабугович Хутаба. Уроженец села Блабырхо, он прошел путь от школьной секции до побед на крупнейших международных турнирах в составе сборной СССР. В его копилке золото чемпионата СССР 1981 года и чемпионата Европы 1982, а также победа в легендарной встрече СССР-США. Завершив карьеру, он посвятил себя развитию борьбы в Абхазии. Раш Хутаба – президент Федерации вольной и греко-римской борьбы республики. Его дело продолжает спортивная династия. Все 4 сыновей связали жизнь со спортом. Сегодня в нашей программе телевизионный очерк, посвященный Рашу Хутаба. 10 февраля 75 лет исполнилось Анатолию Мкановичу Авицба, украинскому и российскому ученому в области виноделия. Анатолий Авицба – академик РАН, Национальной академии аграрных наук Украины, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник сельского хозяйства Украины, заслуженный работник агропромышленного комплекса Автономной Республики Крым. 101 год мужества и славы. Ветерану Великой Отечественной войны Алексею Ласурия вручены поздравления от главы Сухума. 10 февраля свой 101 день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Алексей Купович Ласурия. Поздравить юбиляра пришли замглавы администрации Сухума Автандил Сурманидзе, представители посольства России в Абхазии и Дома Москвы. Сурманидзе передал поздравительный адрес и денежный подарок – 50 тысяч рублей от главы города Сухум. Репортаж пресс-службы администрации столицы. 10 февраля свой 101 день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Алексей Якупович Ласурия. Поздравить юбиляра пришли замглавы администрации Сухума Автандил Сурманидзе, представители посольства России в Абхазии и Дома Москвы. Сурманидзе передал поздравительный адрес и денежный подарок – 50 тысяч рублей от главы города Сухум Тимура Агарба. Еще такие люди, как вы, нужны нашей стране. Вы такой жизненный путь прошли, что такие люди нужны. Таких людей, как вы, очень мало их осталось. Вы нам всегда нужны. Будьте рядом с нами, а мы со своей стороны всегда будем поддерживать вас. Врученный ветерану денежный подарок стал знаком внимания и материальной поддержки со стороны главы города Сухум, подчеркивая заботу о тех, кто отстоял свободу в борьбе с фашизмом. Ветеран Алексей Ласурия, поблагодарив гостей за поздравления, сокрушался, что по состоянию здоровья не смог встретить их по-абхазски за стольем с бокалом вина. Сегодня Алексей Ласурия живет в Сухуме, окруженный заботой племянницы, которая трепетно следит за его здоровьем. Автандил Сурманидзе подчеркнул, что подвиг Алексея Ласурия навсегда вписан в историю золотыми буквами. Пусть вас всегда окружают уважение, почет и человеческая благодарность за мирное небо над нашими головами, резюмировал замглавы столицы.
Определен состав экспертного совета проекта «Абхазия рекомендует». Проект создан для определения лучших работников разных направлений сферы гостеприимства, общественного питания, отелей, транспорта, развлечений, культуры и ремесленного дела. Подать заявки до 23 марта могут совершеннолетние граждане республики. Написать можно о себе и своей работе, а также порекомендовать другого человека, место или сервис, достойное внимания. Оценивать заявки будет совет, в который вошли представители Минтуризма, команды Абхазии и платформы «Россия – страна возможностей», СМИ, администрации президента, рестораторы, предприниматели, блогеры. Начался ремонт фасада исторического здания на пересечении улиц Аяйра и Дбар, сообщил спутник замглавы администрации Сухума Константин Тарба. Там жилой двухэтажный дом с современной пристройкой. На фасаде есть поврежденные архитектурные формы, которые имеют ценность, и они будут восстанавливаться в первоначальном виде. Будут полностью реконструированы все детали, подчеркнул он. Кроме того, строители снимут часть старой штукатурки, покроют стены специальным раствором и покрасят. Тарба добавил, что администрация столицы занимается формированием перечня зданий, входящих в список историко-культурного наследия и требующих обновления. В парке Николая Смецкого в Агудзере на 40% выполнена инвентаризация деревьев. Переучет растительности проводится в рамках проекта сохранения и благоустройства дендропарка Смецкого. Проект стал одним из победителей конкурса «Созидатели Абхазии» и дал поддержку местным жителям, мечтающим вернуть парку первоначальный облик. Предоставленные в рамках гранта 3 миллиона рублей будут потрачены на осушение парковой зоны и инвентаризацию деревьев с тем, чтобы составить план восстановления утраченных насаждений. Здесь очень много, мы говорим, что это старые посадки, вообще еще Смецкого получается. Здесь очень много сосен, они больше 25 метров, то есть это очень ценная порода и это красивый парк, но это несет... Во-первых, и эстетическую, и полезно дышать этим воздухом, потому что хвойные, они выделяют фитонциды, поэтому здесь прекрасно гулять и дышать. А также здесь магнолии, очень отличная посадка, их мы тоже будем сохранять. В общем, здесь требуется большой уход, конечно же. Дуб пробковый, красивейший. Кипарисы здесь растут, разные виды. Что еще у нас? Основное это кипарисы, сосны, дубы, магнолии, которые нужно, конечно же, возобновлять. Кипарисовая аллея, которая выпала практически вся вот вдоль дороги, как раз таки идет, ее нужно будет восстановить. И эти рекомендации мы будем давать, потому что территория еще заболоченная, есть эвкалипты, возможно, здесь тоже еще будут посадки эвкалиптов. То есть мы бы хотели, конечно, по-хорошему парк привести к тому виду, в котором он был. Репортаж о планах по восстановлению парка Смецкого смотрите в ближайших выпусках новостей. 5 выставок пройдет в ЦВЗ в Сухуме этой весной, сообщает спутник Абхазии. Первая откроется в преддверии Международного женского дня и будет посвящена женщинам-художницам. Ее проведут совместно с Домом Москвы, рассказала директор зала Эльвира Арсалия. Мы уже делали с ними такую выставку, но не повторяемся. В этом году это будет творчество женщин-художниц от советского периода до наших дней, пояснила она. В марте также планируется открытие персональной выставки Мадины Бегуа, сочетание дизайна, архитектуры и изобразительного искусства. Планируется еще одна персональная выставка, посвященная творчеству живописца, графика и скульптора Нукзара Лого. Его работы представят в 2 залах. На первом этаже ЦВЗ также откроется экспозиция натюрмортов абхазских художников, нарисованных за последние 50 лет. Весной будет доступен и кабинет коллекционера. Там представят работы местных художников, которые хранятся в частных коллекциях. Арсалия уточнила, что некоторые выставки будут проходить параллельно в разных залах ЦВЗ. Всего художественный совет утвердил более 15 проектов на этот год. Лекторий откроют в Центральном выставочном зале в Сухуме. Его организуют в 4-м зале ЦВЗ, где недавно завершился ремонт. Там будут проходить встречи с художниками и искусствоведами. Первая состоится уже в начале марта. Наш диалог со зрителем мы пытаемся выстроить так, чтобы он не только смотрел, но и слушал, читал, осмысливал, созерцал. Здесь в течение года также будут проходить мероприятия, главная цель которых – взаимодействие, подчеркнула директор ЦВЗ Эльвира Арсалия. Активисты волонтерской роты при поддержке партии «Единая Абхазия» передали сухой корм в Гагарский приют для собак. Проблема бездомных животных – одна из самых актуальных для республики. Уличные собаки страдают от голода, болезней и холода и нуждаются в заботе и поддержке.
Руководитель приюта Астанда Шуген отметила, что практически в одиночку занимается уходом за всеми животными, кормит, лечит и старается создать условия для жизни каждого питомца. Справляться с этой задачей без помощи неравнодушных граждан становится все сложнее. Приюту ежемесячно требуется значительное количество корма, а средств на его покупку часто не хватает. Волонтеры и руководство приюта обращаются к жителям с просьбой не оставаться равнодушными к судьбам животных и по возможности помогать приюту кормами или медикаментами. Сейчас о погоде. Сверху останавливает и ставит. В среду 11 февраля в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, атмосферное давление пониженное, нестабильное, ветер слабый, умеренный, температура воздуха ночью от +1 до -1, днем 5-10 градусов, температура морской воды 9 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 50 до 70%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.